Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о массовой аварии на трассе в Лаишевском районе. Она просто вот так зигзагом сделала, сыграла и уехала. Покажем, как в военном городке зажгли танцпол. Здание бывшего клуба сгорело дотла. А также обвинение запросило наказание для организаторов кооператива «Рост» и директора школы обвинили в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Это и не только прямо сейчас. Минувшей ночью погиб 23-летний водитель «Лады Гранта», скрываясь от автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД хотели остановить легковушку на улице Космонавтов для рядовой проверки документов, но требованию водитель не подчинился, началось преследование. И на перекрестке улиц Гвардейской и Патриса Лумумбы «Лада» вылетела с дороги. Автомобиль снес остановочный павильон и врезался в угол жилого дома. После удара машина загорелась, водителя достали, он не подавал признаков жизни. В салоне находились еще 3 20-летние девушки. Больше всего пострадала пассажирка, сидевшая на переднем сидении. Ее доставили в больницу еще до приезда скорой помощи. У нее были многочисленные переломы. 2 других с ушибами грудных клеток госпитализировали врачи. Очевидцы утверждают, что водитель «Лады» был пьян. Результаты экспертизы пока не готовы. Предположительно, он был участником сообщества «Пушка Рейсинг». Оно прославилось пренебрежением к правилам дорожного движения, любви к скорости и гонками по городским улицам. Видео затем выкладывается в социальных сетях. По предварительной информации, молодой человек познакомился с одной из девушек в социальной сети 3 дня назад. Накануне вечером позвонил ей и предложил покататься. Она была с 2 одноклассницами. Все вместе поехали на площадку одного из торговых центров. Дамы курили кальян, парень выпивал. После посиделок предложил развести их по домам. Но на улице Космонавтов автомобиль решили проверить автоинспекторы. Опасное вождение спровоцировало цепочку крупных столкновений на трассе в Лаишевском районе. Недалеко от села Усады столкнулись 2 автомобиля. Причем ответственность за произошедшее водители возложили на 3-го, неизвестного автомобилиста. Вскоре на этом же месте в ДТП попали другие автомобили, владельцы которых начали отвлекаться за рулем. Обо всем по порядку. Айгуль Бадрудинова. Она просто вот так зигзагом сделала, сыграла и уехала. Так называемая игра в шашки на дороге сыграла немаловажную роль в этом происшествии. Как рассказали участники ДТП, столкновение спровоцировал неизвестный водитель темной иномарки, который быстро ехал и перестраивался из ряда в ряд. После произошедшего он скрылся. Машина подрезала моего отца. Получается, стали перестраиваться, она подрезает его. Видимо, не успевает затормозить, уходит вправо, папа по тормозам и, получается, прям поддел ехавшую машину. В итоге Toyota Auris врезалась в Range Rover, отчего последний вылетел на газон и столкнулся со столбом. Легковушка лишилась передней части. Вскоре на этом месте начали сталкиваться другие автомобили. А это уже зеваки, которые начали снимать нашу аварию. И получается, сеточки, вот эти вот 2 аварии после нас. То есть снимали буквально минут 10. Из машин не мог. Даже, да, они уже все испытались. И хотя на место столкновения подъехали медики, госпитализация никому не потребовалась. Степень вины всех участников ДТП еще предстоит установить. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. В Альметьевске автоинспекторы спасли жизнь мужчине, в чьей квартире начался пожар. О возгорании полицейские узнали от случайного водителя, который остановился возле них и сообщил, что неподалеку горит дом. Приехав к месту, один из стражей порядка проник в горящую квартиру на 1-м этаже через окно. Открыл дверь своим коллегам, и среди огня они нашли пожилого мужчину. Его вывели на улицу, а очаг возгорания потушили. Окончательно с огнем справились уже пожарные. В настоящее время жизни и здоровью пожилого мужчины ничего не угрожает. Пожар вспыхнул этой ночью в заброшенном здании по улице 32-й военный городок. К приезду огнеборцев строение было полностью охвачено пламенем. Как рассказали местные жители, на этом месте раньше находился клуб, но уже с десяток лет он не работает. Зарина Ахметова расскажет подробности. О пожаре в заброшенном здании местные жильцы узнали практически сразу. Сначала почувствовали дым, а потом увидели пламя, которое вскоре охватило все строение. Испугавшись, что огонь может распространиться и дальше на другие дома, люди вызвали пожарных. В итоге здание было полностью уничтожено огнем. Во время пожара никто не пострадал. Давно заброшено? Электричества в этом здании уже давно нет. С большей долей вероятности причиной пожара стал человеческий фактор. Зарина Ахметова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Неизвестный мужчина ограбил продуктовый магазин на улице Академика Королева. По рассказам очевидцев, он пришел на кассу с бутылкой водки и попросил обслужить его без очереди. Получив отказ, попросту покинул магазин вместе со спиртным, не заплатив за товар. Сотрудники заведения вызвали полицию. Учитывая, что мужчина попал в объективы видеокамер, найти и задержать нерадивого покупателя не составит труда. В Нижнекамске вынесли приговор 33-летнему мужчине за сбыт наркотиков, склонению к употреблению психотропных веществ, изнасилование и незаконное лишение свободы. Следователи установили, что нарушать закон он стал, едва освободившись из мест лишения свободы. И 6 из 9 его преступлений тяжкие и особо тяжкие. Вероника Гайнудинова о вердикте суда. Согласно уголовному делу, приступать к закону он стал, едва выйдя на свободу. Первый срок за сбыт наркотиков закончился в январе 2018-го. Когда вновь попался на сбытие, стали всплывать факты других преступлений, которые, как установили следователи, он совершал в течение года. Совершено им 9 преступлений, 6 из которых относятся к категории особо тяжких. То им совершены ряд преступлений, которые относятся к половым преступлениям, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Как доказало обвинение, одно из преступлений 33-летний подсудимый совершил в этой многоэтажке. Здесь в течение нескольких дней удерживал девушку, заставлял ее употреблять наркотики и насиловал. Но вину мужчина признал только в приготовлении к сбыту наркотиков. Уверял, что никого не насиловал, не вымогал и уж тем более не лишал свободы. Потерпевшие же часто меняли свои показания, однако за закрытыми от прессы дверями суд вынес свой вердикт. В прениях я попросил, я считаю, что довольно-таки справедливо, но сурово назначить наказание в виде 22 лет лишения свободы по совокупности всех совершенных преступлений. Суд нашел ряд, в общем-то, обстоятельств и снизил наказание. Окончательный приговор вынес, назначив ему наказание отбывания в колонии строгого режима сроком на 17 лет. Но надежды на оправдание подсудимый не теряет. Он намерен обжаловать приговор. Вероника Гайнудинова, Вера Муратова, Булат Абдульманов. Вызов 112. Огромные сроки запросило гособвинение организаторам КПК «Рост». Как сообщили в пресс-службе Вахитовского суда, бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова прокуратура требует отправить в места лишения свободы на 16,5 лет. Андрея Макарова на 18,5, Наталью Макарову и Александра Бурнаева на 16,5. По 16 лет колонии строгого режима запросили Вадиму Яникееву, Роберту Гарипову и Алексею Гречко. Деятельность пирамиды пресекли сотрудники Управления экономической безопасности. В 23 регионах было 40 филиалов кооператива. В общей сложности, как установили следователи, организаторы пирамиды причинили ущерб вкладчикам на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Более 43 миллионов легализовали, купив дома и автомобили. Прения продолжится на следующем судебном заседании. Директору одной из школ Черемшанского района республики предъявили обвинение в мошенничестве. Как установили следователи, руководитель учебного заведения устроил на работу свою тещу. Правда, фиктивно. Он оформил родственницу как подсобную рабочую. Официально она была трудоустроена, но фактически обязанности не выполняла. Зарплату за нее получал зять. Как подсчитали следователи, с 2017 года он незаконно обогатился на сумму более 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время мужчина полностью признал причастность к совершению преступления и возместил причиненный ущерб. В Следственном комитете республики наградили сегодня благодарственными письмами журналистов за сотрудничество и профессиональное освещение деятельности правоохранителей. В числе награжденных были и сотрудники нашей программы. Вы грамотно и полноценно освещаете работу нашего подразделения. Внимание, розыск. 15-летний Федоров Алексей Евгеньевич пропал в Зеленодольске. Он ушел из дома 17 июня в неизвестном направлении и не вернулся. Особые приметы. Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, короткие, глаза голубые. Был одет в футболку, джинсы и темные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в правоохранительные органы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.